Незаконное предпринимательство – это осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации, либо осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения или лицензии, в случае, когда такое разрешение или лицензия обязательны. Основным видом незаконного предпринимательства является торговля без соответствующих документов, помещений, кассовых аппаратов, регистрации юридического лица и продажи алкогольной продукции. Вопрос незаконной торговли и хаотичной установки нестационарных объектов, прежде всего торговых, на сегодня в числе самых острых. В городе, как грибы, растут незаконные торговые точки и псевдокафе, владельцам которых проще заплатить штраф и несколько дней не торговать, чем оформлять свои точки официально. Во время рейда по торговым точкам общепита с представителями общественных организаций, органов правопорядка и надзорных органов в сфере торговли выявлено более 40 нарушений. При проведении проверки только 2 объектов в пабе «Пробка» по улице Строителей выявлено 13 нарушений по объекту общепита. И это не считая игрового автомата и отсутствие кассового аппарата. Оптовая закупка идет, и потом уже идет продажа, минуя систему ЕГАИС, получается. Не хватает ни помещений, не работает туалет, нет меню, нет многих тех параметров, которые соответствуют ГОСТу. Но самое основное, касса онлайн, не подключен ЕГАИС. А в заведении на улице Дзержинского, пивной трактир, нарушений 15 по объекту общепита. К тому же выявлен явный обман потребителя по факту владельца питейного заведения. Административной комиссией города Якутска оба объекта привлечены к ответственности нарушения правил благоустройства города Якутска. В адрес окружной администрации города Якутска поступают многочисленные обращения граждан по факту множественных нарушений, связанных с расположением виноводочных магазинов и точек продажи разливных напитков в непосредственной близости от жилых домов. Административная комиссия городского округа город Якутск проводит визуальный осмотр таких заведений общепита и торговли. В ходе осмотра обнаружены множественные нарушения правил благоустройства городского округа город Якутск. У нас здесь получилось 53 метра. В каждом городе, в каждом селе, в каждом районе есть свои нормативные акты, которые принимаются на уровне местного самоуправления. В городе Якутске у нас действует постановление мэрии, в соответствии с которым устанавливается расстояние до границ прилегающих территорий организаций, на прилегающих территории которых запрещена розничная продажа алкогольной продукции. На общепиты, да, то есть на рестораны, на бары и так далее, у нас действует 50 и 65 метров. 65 метров при отсутствии обособленной территории, 50 метров при наличии обособленной территории. В ходе осмотра по указанным адресам обнаружено, что организации общественного питания не оборудованы внутренней системой водоснабжения и канализации, отсутствуют туалеты и раковины для мытья рук посетителей, не соблюдены требования об оборудовании системы вентиляции, нарушена последовательность технологических процессов, не исключены встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Стены в заведениях отделаны материалами, не предусматривающими возможность влажной уборки и дезинфекции, отсутствуют документы на поступившие в организацию пищевые продукты, подтверждающие их безопасность, нарушены условия хранения продуктов, а также личные вещи и верхняя одежда персонала хранятся в рабочей зоне. Все это является грубейшим нарушением санитарных требований к организациям общественного питания, что создает угрозу жизни и здоровью посетителей. Каждый субъект в Российской Федерации, который у нас осуществляет деятельность по продаже, розничной продаже алкогольной продукции, в том числе пива, в том числе при оказании услуг общественного питания, должен быть в обязательном порядке подключен к единой системе ЕГАИС. Как работает у нас единая система ЕГАИС? Да? Это необходимое требование, федеральное требование, которое закреплено у нас федеральным законом 171, где конкретно указано то, что получается, все движение алкогольной продукции, начиная от производства, заканчивая поставкой до розницы, то есть до окончательного потребителя, она фиксируется, и в том числе пиво. В данном же случае у нас есть вопросы, в частности, подключения данных субъектов к единой государственной системе ЕГАИС. Необходимо это, я считаю, перепроверить. Помимо этого, также по требованию комиссии не были предоставлены необходимые сопроводительные документы на алкогольную продукцию. Сопроводительные документы на алкогольную продукцию, они должны храниться вместе с алкогольной продукцией. То есть при наличии каких-то вопросов у покупателей, они имеют право спросить о наличии сопроводительных документов, и их должны предоставить. То есть тем самым продавцы показывают то, что алкогольная продукция у них находится в легальном производстве. Это требование также касается и пива.
налоговая инспекция выявила грубейшие нарушения, такие как отсутствие кассового аппарата или несодержание положенных реквизитов на кассовой ленте. Кассовые аппараты не подключены к единому государственному реестру алкогольной продукции. Салон не работает, хозяйка у нас не здесь. Я салон открыла, чтобы этот воздух нормально. Девушки, ну что вот вы начинаете? Вот салон я открыла. Ну, может, У вас нет ни вывески здесь, абсолютно ничего. У вас нет кассового аппарата, у вас нет документов. А вы говорите, я просто пробегу. но я его племянница, я... Так, ребят, покажите, пожалуйста, документики на мясо, если нужно. Вообще, кто вы? ИП какое? Мы у вас уже который раз приходим, мы говорим, ну сделайте, пожалуйста, вы покупателя. Он недавно приехал с родины. Кто он? Нет уголка покупателя, нет никаких документов. Вы стерили к мясу еще, пожалуйста, крупы. И говорят, что это не мясо, это не верь глазам своим. А, да? Замечательно. Хозяина нет. Вы не хозяин, да? Я просто Продавец? Нет, А у он вас просто вышел постоять. Санкнижка есть, как у продавца? Санкнижка, как у продавца есть? я у него сейчас. У кого? У него? У кого? Ну, Продавца? хозяина, А у вас он есть? здесь. А? У вас есть что-то на руках с собой? Ну, свои документы. Уголке для покупателя, ну, просто называется информация какая-то, не знаю для чего. Существует свидетельство, выданное Федеральной налоговой службой под ОГРИП вот за таким номером. Федеральная налоговая служба по данным критериям поиска юридического лица не найдена. Бестужево-Марлинская 51 одобрено. Бест. Ну, не видно, что за юрлицо. У вас видно, что за юрлицо? Нет, не видно. Тоже не видно, да? Нет. Чек уникальный, вообще неизвестно кем выданный. Да. Просто непонятно, кто выдал. Магазин Бест выдал. Продал продукцию и выдал чек. Не существует его. На основании заявления общественной организации «Вместе мы сила» состоялась дискуссия на площадке депутата Государственного собрания Ялтумен-Якутии Виктора Федорова. Обсуждение развернулось вокруг закона об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в Якутии. В ходе дискуссии были представлены доклады со стороны Министерства внутренних дел Республики и Министерства по делам предпринимательства, торговли и туризма Якутии. Коснулись вопроса так называемых лжекафе, которые продолжают реализацию алкогольной продукции после 8 часов. В настоящее время в Якутии насчитывается 120 таких заведений. При этом нормативных актов, регламентирующих их деятельность, нет. У нас в Госдуме есть пивное лобби, хотя основные пивные заводы все владеют иностранцы. У них хорошее лобби в Госдуме, и пиво не признается алкогольной продукцией. Вот это первая проблема. Во-вторых, мы видим вопрос централизации. Все-таки нас пытаются все время полномочия забрать в регионах. Вот видите, общепит забрали, вы не можете регулировать общепит. Мы будем с Москвы. Сейчас уже собираются расстояние регулировать до социальных объектов 30 или 50 метров. А у нас и постой по 800 метров есть, надо ограничения. У нас забирают. Вот этот процесс надо останавливать. Участники дискуссии предложили продлить продажу алкогольной продукции до 10 часов вечера, проработать вопрос о специализированных магазинах, создать специальный отдел полиции по борьбе с нелегальным оборотом алкогольной продукции, ввести ограничения по количеству торговых точек в столице республики в кварталах не больше одного магазина, вынести все объекты по продаже алкоголя за город. Вы слышали наше предложение? Создать муниципальную полицию, это 5 человек, которые будут бороться конкретно 5 лет с контрафактным алкоголем и законной реализацией алкогольной продукции. И мы, общественники, каждый месяц, как дружинники, будем выходить, дежурить и отлавливать этих людей. Данные предложения были сформированы и уже вынесены на обсуждение Государственного собрания Ялтумен-Якутии. В Министерстве предпринимательства Якутии состоялось рабочее совещание Межведомственной комиссии по соблюдению законодательства в сфере предпринимательства.
легальный бизнес, мы его видим, это он стопроцентный, а вот помимо легального бизнеса есть оценки того, что его совокупность составляет порядка 1/3 легальному бизнесу. То есть мы понимаем, что проблема есть, и их численность довольно-таки большая, соответственно, это объемы налоговых поступлений, это рабочие места легальные, это и заработные платы, это страховые взносы. Вот это все в конечном итоге не дает нам полной отдачи, в том числе для всех благ, которые можно рассмотреть не только в бюджете нашей республики, но и для благ граждан. Общественная организация «Вместе мы сила» представила свои видеоматериалы, которые были сделаны в ходе проверок и рейдов общественной организации. Представители предпринимательства, надзорных ведомств и министерств обсудили предложения и решения в сфере противодействию незаконного предпринимательства. Каждое из ведомств будет подготавливать свои предложения для выслушивания на заседании межведомственной комиссии в сфере соблюдения законности предпринимательства при главе республики. Это предложение мы хотели вот сегодня на рабочей группе как раз таки раскрыли для всех, чтобы предложения были наиболее четкими, будь то регуляторика, то есть внесение изменений в законодательство действующее, то есть совершенствование его, да, будь то оперативные мероприятия, которые мы можем уже в рамках действующих норм закона предпринимать уже у себя здесь на местах в Республике Саха-Якутия. Предложения по борьбе с нелегальным бизнесом должны быть представлены на межведомственную комиссию при главе Республики Саха-Якутия уже в марте этого года. Палеонтологическая выставка «Куда ушли мамонты?» Лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Город Якутск, улица Ксенофонта Уткина, 5, телефон 40 35 97. Цифровизация вашего бизнеса, квалифицированная электронная подпись, все виды бухгалтерского учета, кассовая техника – все это на гарантии универсального программного сервисного центра компании «России». Город Якутск, улица Ленина 4/2, офис 402, телефоны 42 11 44, 42 11 33. В целях обеспечения участников акций «Путь к дому» сменной одеждой Управа промышленного округа города Якутска объявляет сбор вещей. Призываем всех неравнодушных граждан и жителей принять активное участие в акции. Вещи принимаются по адресу город Якутск, 50 лет Советской Армии, 33, Управа промышленного округа.